Когда мама на работе, двухлетняя Октябрина и ее сестра Фелиция приходят на бесплатные обеды со своей бабушкой, пенсионеркой Валентиной Викторовной. В семье Шагаевых 4 детей. Социальную столовую посещают с момента ее открытия. Такую возможность им предоставляет якутская епархия. Кормят нас хорошо, мы ходим всей семьей. Нам помогают церкви, вот то, что питание. У нас многодетная семья. Благодарны всем этим. Все это, то, что есть забота вот таких, как мы, многодетные, малообеспеченные семьи. Проведение новогодних мероприятий для детей-инвалидов, торжественные вечера для ветеранов Великой Отечественной войны. После 12 лет участия и проведений благотворительных акций у Ирины Борисовны появилась идея открытия социальной столовой. Торжественному открытию предшествовал большой труд. Иногда ей помогал один лишь энтузиазм. Единственный человек, который сказал, что да, мы поможем, это был владыка Роман. Я вообще благодарна ему, не знаю как. Но они попросили субботу, чтобы кушала чистая епархия. У них там 22 семьи, которые они ведут уже много лет. И как бы это будет трапеза выходного дня. Посетителей могло быть и больше, говорит Ирина Борисовна. Много желающих, но отказывается в силу того, что не хотят выглядеть нуждающимися. Именно поэтому сейчас обсуждается вопрос об увеличении количества посетителей до 50 человек. Сегодня мы говорим всего лишь о пилотном запуске работы столовой. Конечно же, у нас сейчас существуют определенные шероховатости. Мы сегодня нарабатываем практику работы столовой. У дружного коллектива столовой большие планы. Первоочередная задача – выйти на ежедневный график работы. Также планируется принимать представителей других округов, а также пенсионеров и инвалидов. Каждый посетитель социальной столовой показывает такую справку, либо талон, где указывается, что данный гражданин действительно нуждается в питании и уходе. Показав эти документы, он претендует на бесплатный обед 3 раза в неделю. Владимир Сузолов, Максим Бурцев, Вести, Якутск.